Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Давайте посмотрим, что у него к вам поменялось, как изменилось его мнение по отношению к вам, что было до и что сейчас. Просто загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Ну, тут не просто изменилось, тут откровение, да? Откровение о вас. Здесь мужчина так сильно жалеет о прошлом, о том, что относился к вам как-то, знаете, вот несерьезно, что ли, либо поверхностно, легко. Говорит, я так обманулся, я такой дурак. Я так много глупостей совершил. Вот горе мне. Нет мне прощения. Видите, сердце. Сердце. Это его сердце. Для вас бьется. Еще он вас показывает каким-то вот бриллиантом. Да? Бриллиант. Моя как радость, да, моя драгоценность. Вы очень ценная женщина для него сейчас. Я очень надеюсь, что вы вместе. Если вы загадали на того, с кем вы не вместе, ну прям локти себе кусает, что вас вот потерял, да? Потому что более ценные женщины, более прекрасные женщины во всем свете не найти. Да кому он нужен такой, да? Кому он нужен? Смотрите, изначально, когда вы познакомились, этот мужчина, он как бы позволял себя любить, но любви вам особо не обещал. Да, ему было с вами легко, да, ему было как приятно, да, интересно, но никакой глубины не было. Это было просто приятное общение время от времени, да, никаких серьезных мыслей, планов точно не было у этого мужчины, он об этом и не то чтобы там думать, не задумывался даже. Мужчина очень сильно дорожил своей свободой, и мужчина жил своими амбициями. Любовь, семья никак не входили в круг его ближайших интересов. Вот все, чего ему хотелось, это быть таким вот прям популярным, известным, статусным, богатым, респектабельным, да, вот прям, чтобы все боялись и уважали. Но ни про любовь, ни про отношения, ни про семью он не думал. Вы, женщина, очень красивая. И еще такую вещь скажу, это не у всех отыграется, а у кого-то конкретного. Возможно, вот в компании, где вы познакомились, вы самая красивая девушка и самая вот как неприступная, недоступная, да? И мужчина такой вот, ну я же крутой, там ни одна передо мной не устоит. И вот он начал за вами ухаживать, вот потому что вы такая крутая, да? Вы крутая. Это был вызов, который он принял, это был его челлендж. Но чем больше он вас узнавал, тем сильнее менялось его мнение и отношение. Вот в сегодняшнем дне он понимает, что вы женщина, которая знает себе цену, вы очень независимая, вы очень самостоятельная, вам никто не нужен, вы всего можете добиться сами. При этом вы не будете на каждом углу кричать о своих победах и достижениях. Вы все делаете с улыбкой на лице, но тихо, да? Тихо, не привлекая внимания. Он этого откровенно не понимает, да, потому что ему нужно всегда хвастаться, быть в центре внимания, а вы делаете все наоборот. Плюс он раньше как-то вообще относился ко всем женщинам как приставка к мужчине, да, что вот женщина сама ничего не может, женщина там не умная, не образованная, не состоятельная, да, это вот без мужчины пропадет. Вот. Все женщины должны быть с мужчинами, потому что без мужчин они пропадут. А вот общаясь с вами, наблюдая вас, этот мужчина каждый раз ломал свои шаблоны. Но потому что вы ему ничем не уступаете, а во многих вещах вы его превосходите. И он такой, да как так? Да как такое может быть? Почему такая умная? Ты вообще откуда такая взялась? Женщина-вундеркинд.
или вы его поражали своим умением предсказывать, предвидеть, просчитывать наперед. Да? И он такой, да как такое может быть, да почему так происходит, да? Не хотелось верить, да? Но факт, вот он факт, он перед глазами у него находится. Плюс еще вижу, что мужчина, знаете, это, конечно, обидно прозвучит, но я все равно скажу. Вы, скорее всего, и сами знаете, да? Мужчине нужны были только лишь утехи. И он думал, что вот сейчас я погуляю, покуражусь, а потом тихо сольюсь. Да? У него был такой план. Такой, потому что он говорит, я не могу долго быть с одной женщиной, я начинаю скучать в таких отношениях, мне это уже не интересно, да, всегда хочется чего-то новенького, там, неизведанного. Ну, такие вот мысли, да, потребительские мысли, как у большинства, наверное, мужчин. Вот, но тут тоже метаморфоза произошла. Этот мужчина такой, блин, а я, кажется, залип, а я, кажется, без нее не могу. Я, кажется, уже не хочу никакой свободы. Мне не нужна свобода. Мне нужно место рядом с ней. Причем любое место. Я на все согласен. Даже на коврике у кровати находиться, но только лишь бы с ней. Вы так его классно подсадили на свою энергетику, что он даже как опомниться не успел, как привязался к вам. И привязался вот и телом, и душой. Возможно, вы очень классная хозяйка. Да? Вы его там вкусняшками баловали, кормили. Возможно, вы еще и замечательный советчик, да, давали ему советы, подсказывали. Он там даже ваши речи толкал, да, оперировал вашими словами, запоминал и потом выдавал, значит, за свои. И его там принимали с овациями. Он такой, здорово, классно я придумал. И еще я вижу, что вы, вернее, благодаря вам, у мужчины вот как удача в жизнь пришла. То есть вы были источником его удачи. То ли вы сами по себе, женщина-талисман, приносили ему удачу, счастливая звезда, то ли ваши советы были настолько эффективными, настолько успешными, настолько вот как незаурядными, неординарными, что мужчина просто выезжал на ваших советах, на вашей мудрости. И он сначала дивился этому всему, а потом он прям привык, подсел на это. И он такой, как? А что я сам из себя представляю? Ничего из себя не представляю. Я пропаду где-нибудь один. Да, вот тут мужчина все и понял. Здесь, знаете, вот какой-то симбиоз, как все вот накрутилось, и если нет одного, то и нет другого. Но вы как главное в этой всей схеме, вы главную роль играете. И без вас кино не будет, да? Но нечего снимать, нечего предъявлять, нечего показывать. Очень сильно все поменялось. Раньше он, видите, ослика пас, а теперь ему жеребца подавайте, либо вообще дракона, чтобы высоко взлетел, да, чтобы высоко летать. С вашей стороны я вижу усталость от этого мужчины, и у вас как будто бы руки опускаются, и вы думаете, толку нет, да, что я время трачу с этим полуребенком. Вроде как тело взрослого мужчины, а сознание ребенка, причем там где-то уровень 80 лет, не старше. И опять же, вы хотите семью, вы хотите стабильные, серьезные отношения, вы хотите не только сама вкладываться, да, но вы хотите, чтобы мужчина вкладывался. Что это за игра в одни ворота? Зачем вам это все? Вы не против вкладываться в мужчину, но только лишь на равных долях, да, на равных паях. А он нет, он такой больше там за себя, для себя, и у него жизнь резиновая. Еще вот мне не нравится черта его характера, когда он все время, там, знаете, вот ни с того ни с сего может там сам себя накрутить, вспылить, там, накричать, обвинить, там, как-то упрекнуть даже мне идет. Вот эта черта, она просто отвратительная, и для вас она самая вот неприятная и обидная. То есть, возможно, таких событий было много, и вы до поры до времени молчали, вот эта обида, она у вас скопилась, и потом вы такая, стоп, что, я себя не на улице нашла, да, ты почему такое себе позволяешь? Ты вообще кто такой? Ты почему ставишь под сомнение меня, мои способности, мои знания, мои умения? Ты сам из себя что представляешь, да? Вот какие-то такие вот еще моменты. Много невысказанности с вашей стороны. Он-то вам все рассказывал, да, все высказывал. Причем в упреках, в укорах, типа такой.
А вы, наоборот, вы все как будто бы проглатывали в себе, вот это все держали. А потом, возможно, да, в один прекрасный момент это все вылилось, и вы ему все сказали, куда надо, послали, отвернулись и ушли. Да, у кого-то так может отыграться. Ну, либо в паузу с ним ушли. Может, вы ему высказали, он там обиделся и убежал, и сидит теперь, оплакивая свою несчастную судьбу. Я еще такую вещь скажу, что вы свое счастье можете найти с другим мужчиной, с более достойным мужчиной. А вот он свое счастье с другой женщиной уже не найдет. Вы так сильно высоко задрали планочку, что другие женщины просто и рядом не стояли. Не в обиду другим женщинам, да, просто вот насколько вы отдающая, любящая, дарящая, вот надо еще поискать, да, такую другую. И не каждая вообще на это пойдет, не каждая согласится мужика на себе тащить. А он даже с его опытом общения с другими женщинами, он это тоже прекрасно понимает. Он понимает, что не было такого и уже не будет. Только вы одна такая. И то, знаете, уже сомнение, что, возможно, и вы уже такого ему давать не будете, потому что он вас разочаровал, он не оценил, он себя неправильно вел. Сейчас еще хочу карты взять, посмотреть, что именно конкретно вот сейчас, там, мысли, желания, чувства. Ой, собачка вышла. Ну что, тоскует, скучает, верность хранит. Девочки, если думаете, что там гуляет, нет, он может демонстративно показывать картинку, что я там с другими женщинами, я вот не один, да я всем нужен. А на самом деле там нет, там такого нет. Может, какой-то девчонке заплатил, типа, ты со мной покрасуйся, я сфотографирую нас, выложу где-нибудь в соцсети, пусть моя бывшая посмотрит, пусть ревнует. Но на самом деле, даже у него не встают на других женщин. Извините за пикантные подробности. Нет того электрического тока, который вы ему давали. Он привык к этому, понимаете. Когда ты побывал в раю, то на землю тебе совершенно не хочется возвращаться. Вот так не идет. Еще по поводу всяких этих интимных вещей, это последнее, о чем он сейчас может думать. Вот опять клевер. Я уже не понимаю, каждый раз, когда я беру эту колоду на гадание с песком, постоянно выходит клевер. Не знаю, не стоит, наверное, больше добавлять карты, и так все понятно. Вы его счастье, вы его удача, вы его везение, вы его счастливый случай, вы его сердце, вы его любовь, вы его счастливая путеводная звезда. Вот его чувство, вот его вам признание в сегодняшнем дне. Что еще можно добавить? Все, любит, нужна, тоскует, скучает, верит в то, что все будет хорошо, верит в то, что он сможет вас вернуть, либо что у вас там прекрасно сложатся отношения в будущем. Все. Сейчас еще хочу посмотреть в вашу сторону. Да, не рассчитывал он влюбиться, вообще не верил в любовь, а тут такое, да? А тут такое. Ой, с вашей стороны, вы сами видите, да, картина маслом. Ай, перекресток, коса. Рыбы более-менее еще тогда карта. Но опять же, рыбы тут могут говорить о том, что вы в молчанке находитесь, да, что вы не общаетесь с ним. И тучи. Видите, с его-то стороны какие карты были, какие с вашей стороны. Вы устали от его выходок, либо от его поступков, вы устали от его поведения. Вы не понимаете, что дальше делать. Возможно, да, чувства есть, но вы сами с собой боретесь, пытаетесь эти чувства искоренить. Вы понимаете, что этот мужчина ничего вам не дал, только лишь брал, даже спасибо не говорил. Да, еще вас потом обвинял в чем-то, в чем вы совершенно не виноваты. Вы не знаете, что делать. Не знаете. Хотя, наверное, вам сердце подсказывает, что невелика потеря. Не о чем грустить, не зачем там плакать. Все будет как надо, все будет хорошо. Правда, вы такая женщина. Вам, во-первых, и по судьбе быть в паре, а во-вторых, вам по судьбе быть любимой. Понимаете, я даже больше скажу, залюбленной. Просто правильный мужчина вам нужен. Либо неправильного взять и научить, как вас любить. Это тоже вариант. Так, что, будущее.
Семейная карта, как я сказала, вам быть счастливой, вам быть в семье, вам в счастье купаться, в любви купаться, быть залюбленной. А вот мужчина, он... Но ему одиночество написано на самом-то деле. Одиночество. Как, знаете, судьба решила его проучить. Вот как котеночка, да? Учат не гадить, где попало, хотя это неправильный метод, никогда так не поступайте. Но котята не понимают, да, не понимают. Тем более сейчас много разных этих отпугивателей, попшикал, уже котенок не пойдет. Ну вот раньше такое было. Судьба его пытается из состояния мальчика вывести в состояние мужчины. То есть ему показали, как может быть. Ему показали, что вы женщина ценная. Ему показали, как должны выглядеть здоровые отношения. Но в свое время он это не понял, к сожалению. И ему еще значительный период времени потребуется, чтобы хоть как-то осознать, принять себя, изменить. То есть тут еще работать и работать. Если у вас, конечно, есть на это терпение, вы готовы вкладываться, тратить свою жизнь на этого мужчину и терпеть, молчать, терпеть, то, конечно, хвала и почет вам. Медальку, да, медальку нужно повесить. А если вы говорите, нет, с меня хватит, меня все это задолбало, мне не нужны эти нездоровые отношения, вы счастливой точно будете, любимой будете. И, скорее всего, уже даже в этом году. Нужный человек, он к вам придет. Судьба пошлет, я вам серьезно говорю. Но это не значит, что вот прислали и все, никуда он не денется. Да? Тоже нужно выстраивать отношения. Опять же, если вам там, например, что-то не понравится, вы вольны выбирать. И еще в этой отсыпке есть пару знаков, которые говорят о том, что мужчина думает о магии. Это прям очень нездоровые мысли. И эти мысли, они провокационные, да. И за эти мысли мужчина даже может получить по шапке. Подзатыльник точно получит. Не у всех девочек так отыграется, но у некоторых отыграется точно, что мужчина думает о каких-то привязках, приворотах и присушках. Но вот если у меня не получается умом и сердцем, да, я пойду, значит, на темное дело и попробую магическим путем. Возможно, этот мужчина, он что-то в интернете там нашел, и его это впечатлило. Возможно, у мужчины какие-то там знакомые есть, которые ему советуют. Может, ради шутки посоветовали, а он прям ухватился за эту мысль. Но имейте в виду, что мужчина даже и на это может пойти, лишь бы с вами опять сойтись, лишь бы с вами не расставаться. Поставьте на себя защиту, да, как минимум. Ну и также, вот если он будет появляться, что-то вам предлагать, давать, не берите. Потому что на вещи может быть приворот. Вот. А поскольку вы возьмете или там в доме вашем будет находиться, сами понимаете, ничего хорошего. Не сможете с ним расстаться и можете с ним мучаться. Опять же, привороты ни к чему хорошему не приводят, никакого счастья привороты не дают. Наоборот, они очень сильно разрушают. Разрушают и того, на кого приворот сделали, и того, кто приворот этот сделал. Да? Потому что потом пойдет откат, и нужно будет за все платить. Вот такая цепочка вышла. Мои хорошие, да, мнение поменялось. Раньше он был несерьезный, раньше он как-то вообще к вам относился постольку-постольку. Да, вы были женщина для его амбиций, красивая, независимая, то есть он вами хвастался, а потом не заметил, как влюбился, привязался, и теперь он без вас не может. Но только вам сейчас, я так понимаю, он не сильно нужен. Просто вот мужчина, с которым непонятно, что делать, да, непонятно, как с ним поскорее там распрощаться, либо как отвадить от себя. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.